впервые в республике мы ввели неотложную помощь. То есть в помощь скорой помощи неотложную помощь стали осуществлять поликлиники. Этого раньше не было. И такие вызова, которые им переадресует скорая помощь, несложные. Ну, типа температура 37,5, голова болит, мне кажется, что у меня суставы ломят и так далее, так далее, так далее. Начинает обслуживать не скорая с мигалкой, а обслуживают в рабочее время, в будние дни врачи из поликлиник. И в среднем передается от 50 до 100 вызовов в сутки. Соответственно, скорая перестала отвлекаться на эти вызовы и приезжает на ДТП, на инфаркты, на кровотечение, на роды, стала приезжать быстрее. Неделю назад заработала система ГЛОНАСС, которую мы заново запустили, несмотря на то, что ее рапортовали, она была недоукомплектована, не работала. Мы выполнили доукомплектацию ее до оснащения. И теперь каждую машину скорой помощи видят, где она, кому едет, что она делает круглосуточно. Средства, которые в бюджете мы имеем, конечно, их катастрофически недостаточно. И мы начали работу с того, чтобы понять, кому мы приобретаем лекарства по льготам и что это за лекарства. И мы стали, опять же, впервые в республике, этого никто не делал, начали делать реестры пациентов. Начали, конечно, с детей. То есть детские реестры по больным сахарным диабетом, детские реестры по пациентам с психическими заболеваниями, взрослые реестры больным сахарным диабетом, взрослые реестры с онкологическими заболеваниями и так далее, так далее, так далее. Чтобы упорядочить эту работу, чтобы не приобретать лекарства вслепую, непонятно для кого, а помощь была более точечной, более адресной. То есть над этим мы работаем и сейчас, несмотря на крайне скромное бюджетное финансирование. И параллельно с этим мы осуществляли ряд проектов именно по снижению смертности. Это открытие сосудистого центра, это выстраивание маршрутизации пациентов при ДТП. То есть раньше они попадали в хирургические отделения близлежащих районных и участковых больниц, теперь они все идут в травмоцентры, которыми являются РКБ, КБСП, ОРДОН, МОЗДОК, то есть те учреждения, где есть травмоотделение, где есть реанимация, где реально пациенту могут помочь и спасти жизнь. По образованию я врач-хирург, я работал хирургом 15 лет, и эту работу хирурга совмещал с административной должностью. Я был главным врачом в 2 больших больницах региональных, затем занимал 4 года должность начальника департамента здравоохранения. Эта должность сопоставима с министерской. Единственное, что регион был больше в 1,5 раза, чем Осетия. Потом год проработал в правительстве Московской области, в Министерстве здравоохранения. И потом было несколько предложений, в том числе и дальневосточные регионы, достаточно интересные, сложные. Но мне импонировала позиция главы, который желает изменить ситуацию здравоохранения, желает сделать для населения систему здравоохранения доступную. И я принял предложение и приехал в Северную Осетию. Я на руководящих должностях здравоохранения с 2000 года. Это были различные структурные подразделения, различные учреждения, где я совмещал работу хирургом. И уже потом, будучи руководителем здравоохранения региона, также совмещал работу на санитарной авиации, то есть я в выходные дни или же в ночное вечернее время ездил по районным больницам и там оказывал людям помощь. Для практики вникания в работу сельских участковых больниц это очень хорошая практика. Конечно, врач должен быть еще и психологом. Врач должен уметь общаться, то есть коммуникативные навыки у врача присутствовать должны. К сожалению, не все ими обладают. И даже по своему опыту я знаю, когда врач устал или ему некогда, то и тогда и рождаются конфликтные ситуации. И поэтому всегда, общаясь с врачами, я им говорю, что найдите время для беседы с больным. Найдите время для беседы с родственником пациента. Сядьте, спокойно поговорите 20-30 минут, и тогда все проблемы,
как правило, будут решены. Врач, если хирургического профиля, нарисуйте ход операции, чтобы объяснить человеку, что с ним происходит. Расскажите все риски, все осложнения. Будьте с пациентом либо с его родственниками предельно откровенными. Всегда говорите о возможных исходах заболевания, чтобы люди тоже могли рассчитывать и свои силы. Непосредственно министерство разбирает случаи, конечно, вопиющего хамства, особенно если данное хамство связано с какой-то человеческой трагедией. Конечно, мы стараемся данных медработников, будем говорить, приводить к порядку и объяснять, что они прежде всего дело имеют с больным человеком. Как говорят, что в здоровом теле здоровый дух, так правильно, если больное тело, то и психологический человек неуравновешен, нарушен, а его родственники за него переживают и тоже не всегда могут вести себя адекватно. И медицинские работники должны делать на это скидку, что действительно они имеют дело не совсем обычной ситуации, не с простыми людьми, а с людьми, пораженными болезнью, либо пораженными болезнью своим родственникам. О сокращениях все много говорят о какой-то оптимизации. На самом деле ничего не происходит. И мы имеем крайне раздутую, неуклюжую, абсолютно малоэффективную систему здравоохранения, которая и порождает вот этот результат. И имеем дисбаланс медиков. Мы имеем в республиканском центре, их более чем достаточно, а квалификация — это уже второй вопрос. И имеем нехватку медицинских работников в отдаленных районах республики. В среднем у нас по республике ситуация лучше, чем по Российской Федерации с количеством врачей. Единственное, они все сосредоточены, как правило, во Владикавказе. А на периферию не всегда люди идут работать, и поэтому Министерство здравоохранения Российской Федерации и делает программы по привлечению молодых специалистов на село, которым даже положены премиальные суммы и так далее, и так далее, и так далее. И штаты любого учреждения, они рассчитаны на население проживающее. И, к сожалению, не всегда небольшой район может позволить себе содержать врача на полную ставку и загрузить его на полную ставку. А никто же не согласится работать на 0,25, на 0,5, если это не пенсионер и не живет в этом населенном пункте, и это для него просто будет как дополнительный заработок. Не приедет молодой 28-летний специалист в сельскую местность для того, чтобы работать на 0,5 ставки, потому что на ставку ему количеством пациентов просто не обеспечить. И поэтому мы стараемся развивать вот этот институт совместительства, совмещений, чтобы какой-то врач, узкий специалист работал на несколько районов, либо внедряем выездные формы работы, потому что ни одно учреждение себе не сможет позволить большое количество узких специалистов в сельской местности, чтобы они сидели и ждали, когда к ним 1-2 человека в день придут. Они не выполнят функцию врачебной должности и, соответственно, не будут иметь права на получение заработной платы. Лекарства для онкобольных делятся на две категории. Одни лекарства приобретает и выдает им онкодиспансер, там, где человек наблюдается и проходит периодическое лечение. И вторая группа лекарств, которые выдают через сеть аптек и закупает министерство, исходя из возможностей бюджета, как дополнительное лекарственное обеспечение. Учитывая то, что возможности бюджета, как я уже сейчас за время интервью 5-й раз говорю, более чем скромные, то мы стараемся, чтобы большее количество лекарств приобреталось онкодиспансером для пациентов, которые проходят там лечение. Денежные средства, которыми обладает республика, от потребности, к сожалению, отличаются в меньшую сторону в 5-6 раз.